Валейкум ассалам, приветствую. Я тут сразу две работы провожу, ну и жду людей, пока соберутся. Валейкум ассалам, рамтуллах, баракату. Сейчас. Добрый вечер. Даже скажу, что я делаю. Делаю рендер видео. Тут сделал вырезки из прошлого эфира, потому что я знаю, сейчас люди будут спрашивать. Вот, и специально для них решил вырезать такие моменты и потом выложить. Сейчас, секунду. Вояжер, так, путник. Валейкум ассалам, дырюх. Иншаллах. Так, секунду. Дон Цезарь. Анзор, когда ты уже появишься в аудиокомнате в Твиттере. Но я в Твиттере давно, много лет. У меня есть свой аккаунт там. Ну, иногда публикации делаю. И насчет аудиокомнаты я все-таки там, я не знаю, где это. Было бы хорошо, если бы ты скинул бы ссылку. Я, кажется, помню, ты раньше тоже писал об этом, просил меня зайти в эту комнату, но ты можешь найти ссылку на эту комнату и выслать мне? Voyageur, какие Саид Мухаммад, на улице, какие в Саид Мухаммад улице, Цунчол Йометки, Суница Гинавац, Йометик Мухуль. Дон Цезарь, тебя ждет американская публика. Ну что, я готов, английский знаю, могу говорить на английском. Вот. Вышли мне эту ссылку, все-таки интересно. Уже вещали бы на английском языке тоже. Карфаген, валейкум салам. Мороз июнь, в Норвегии отдерю. Более чем минус 10 градусов мороз. Так, здравствуйте, Эргюн. Добро пожаловать. Так, отправлю я ссылку эфира в Facebook и вернусь к вам. Сейчас, секунду. Что-то я не нахожу. Ичкерия Ламров, алейкум салам. Что думаешь про интервью Ахмада Ахметова украинскому телеканалу, где он начал говорить об унитарном государстве Чечни и Дагестана и говорил о имаме Шамиле и как хорошо мы жили? Ну, каждый человек имеет право на свое мнение, вот, но у меня мнение такое, что я сторонник того, чтобы построить сначала свое государство, свое свободное государство, а потом уже говорить о другом. У нас пока своих государств нету свободных.
Что же это такое? Что-то я свой эфир не нахожу на своем канале. Так, ладно, начну я. Вот, нашел. Уже. Так, я вернулся. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех, братья и сестры, друзья. И сейчас начну про основную тему сегодняшнюю. Вот. Сегодня тема такова, что сегодняшний день. 11 декабря 1994 года российские оккупанты вторглись на территорию нашей республики. То есть началась война. Война против чеченского народа. Ну, в общем, если говорить по факту, то это был геноцид чеченского народа. И как мы примерно можем говорить, мы понесли огромные потери в той войне, первой русско-чеченской войне, которая длилась, ну, скажем, около 2 года. И в течение этой войны мы потеряли более 100 тысяч мирных жителей. То есть российские оккупанты убили более 100 тысяч мирных жителей. И все это происходило на глазах мирового сообщества, которое в действительности закрыла глаза на убийство нашего народа, вот, и позволила России убивать нас. И если бы в свое время мир обратил бы внимание и мир высказался бы против этих действий, против преступлений России против чеченского народа, то мы не услышали бы про другие войны, участие России там в убийстве граждан Грузии и сегодняшнюю войну в Украине. То есть всего этого не было бы. И как все это происходило. У меня сегодня было 2 интервью украинским телеканалам, разным телеканалам. И, в общем, мы обсуждали, говорили про эту тему, сегодняшнюю дату, трагическую дату. Как шло к этому, как все это начиналось в нашей республике, как действовали российские оккупанты и как они навязали нам эту войну. Никакого различия между войнами у нас против чеченского народа и против украинского народа. Никаких различий нет. Почему? Потому что сначала русские спецслужбы сделали все, чтобы разделить наш народ. Разделили, скажем, на оппозицию, и, соответственно, у нас было свое правительство. То есть эта оппозиция противостояла законному правительству Чеченской Республики Ичкерия. То же самое хотели сделать в Украине. Там отрапали кусок каких-то областей, вот, и снабжали оружием. Вот такое и происходило у нас. То есть Россия в открытую снабжала эту так называемую оппозицию вооружением.
Сначала стрелковым оружием, затем уже бронетехникой, и даже вертолетами. Вот. И 26 ноября это так называемая оппозиция и российские военнослужащие из элитных воинских частей, это Таманская и Кантемирские танковые дивизии, вот, с участием них они вторглись, решили захватить столицу нашей республики, город Грозный. Попытка штурма была неудачной, это был позорный штурм. Это была первая попытка России сменить власть, сменить законную власть в лице первого президента Джохара Дудаева. Вот. И вот эта первая попытка произошла 26 ноября 1994 года. В этот день было уничтожено около 100 единиц бронетехники, которая вторглась на территорию республики. Затем, я так хронологически пройдусь коротко, были захвачены огромное количество трофей, были военнопленные вот из числа вот этих танковых дивизий Кантемировской и, как ее, в общем, и Таманская дивизия. И Россия не хотела признавать их, этих военнопленных, своими военнослужащими. Но потом их отдали, я помню, был обмен, в общем, отдали. И в сегодняшний день, 11 декабря, Россия вторглась на территорию Чеченской республики Ичкерия, то есть официально, так же масштабно, как она вторглась на территорию Украины в этом году. Начала бомбить все населенные пункты, уничтожать наш народ, задерживать, пытать в своих концлагерях. Их было несколько даже в одном городе. Там, чеченцы помнят их, это ПАП-1, ПАП-2, ПАП-3, вот, где чеченцев пытали за то, что они чеченцы. Но война длилась до августа 1996 года, и, как помните, была проведена успешная операция нашими войсками, нашим командованием по освобождению нашей столицы. И мы ее освободили, и русским войскам пришлось капитулировать и подписать, как говорится, мирные соглашения, Хасавюртовские соглашения. Вот это было коротко. И что хочется добавить, пусть Аллах помилует всех тех наших братьев и сестер, которые были убиты, которые погибли во время этих войн. Это во-первых. Я сейчас прочитаю ваши комментарии. Так, Манфред Вульф. Я был в гуще этих событий и видел все своими глазами, как орки начали бомбить Грозный и всю Чечню, как орки с 3 сторон в Грозный шли. Да. Они вторглись на территорию нашей республики со стороны Ставропольского края, со стороны Осетии, затем и Дагестана тоже. Вот, атаковали нас. Алан назад, да, я записал сегодняшнее интервью украинскому каналу, и потом уже выложу, как будет время, обработаю, выложу обязательно. Манфред Вульф, Майкопская бригада тоже была. Да, была и была разгромлена возле
железнодорожного вокзала, то есть в центре города Грозного. Она была полностью разгромлена. И Саратовская дивизия, или полк был, не помню, в общем, их тоже в ту ночь, это было в ночь 31 декабря, как говорится, на Новый год, вот, во время штурма центра города Грозного. Это бригады, вот эти полки, их были уничтожены. Хорошо, Дон Цезарь, скинь мне ссылку на ту аудиокомнату в Твиттере. Будет очень интересно. Я считаю, что мы не должны забывать такие даты, знаменательные, трагические даты истории нашего народа, чеченского народа и вообще Кавказа. Вот. И должны напоминать нашим потомкам, как Россия навязывала нам войны, как депортировала наши народы. Вот. Вот еще хочу рассказать про такой момент. Это было во время боев в Грозном, во время этих штурмов нашей столицы. Вот. В наших руках находились сотни военнопленных. Это военнослужащие российской армии разных родов войск, внутренние войска, там, танковые дивизии и так далее, пехота, морская пехота и спецназы разные. В общем, родители приходили к нам, к нашей стороне, чтобы просить и узнать о судьбе своих сыновей. Были попытки их вернуть. Вот их родители, отцы, матеря сквозь войну приходили в наши штабы и просили, вот представляете эту картину, они, родители этих оккупантов, приходят к своему врагу и просят выдать своих сыновей. И помню вот слова, я их зачитаю вам, которые были сказаны начальником главного штаба Асланом Асхадовым. Сегодня у меня российские матери просят вернуть хотя бы трупы. Я их направляю к этим генералам, то есть российским генералам, которые еще в то время не думали об этих несчастных матерях, а спешили выполнить приказ. Нет у меня злости ни к какому народу, даже после этого варварства. У меня злость на весь мир и на все живое и разумное в этом мире, которые спокойно смотрели, как уничтожают ни в чем не повинных людей. То есть я еще раз подчеркиваю, что в то время, когда нас убивали, а убили вот нас более 300 тысяч в течение 2 войн, навязанных России, было убито более 300 тысяч. И мир не промолвился словом против России, вот, чтобы не потерять свои отношения с этой страной, вот, и позволили этой России убивать нас. Вот такое мнение было наших командиров, наших лидеров по отношению к мировому сообществу. Мы предупреждали весь мир, что с Россией заигрывать очень опасно. Россия – это опасная страна. С ней дружить опасно, ей нельзя верить. Потому что вся история России – это кровь, это трагедии, это выселки, это убийства, это войны. Вот. И по поводу матерей, родителей этих солдат. Как-то Аслан Масхадов сказал им, ну, приходят к нему вот родители этих солдат, военнопленных, и вот так просят, чтобы выдали там, их сыновей. И Аслан Масхадов говорит им, вот почему вы все ко мне приходите, почему вы не идете к тем русским генералам и не будете просить у них, или же узнавать о судьбе ваших сыновей? Почему вы идете к своему врагу? И вот что отвечали на это их родители. Они отвечали, мы были
у генералов, то есть в российских штабах, и пытались узнать о судьбе своих сыновей, но они нам ничего не говорили. То есть вот такое отношение было у русских генералов к своим военнослужащим. Вот действительно, как пушечное мясо. Вот такое же отношение сегодня и в Украине, когда вот эти генералы, недоумки, кинули на Украину вот этих оккупантов. Им безразлично, сколько там будет убито, вот, абсолютно нет никакой разницы для них. И сегодня вот я хотел бы примерную цифру просто озвучить. Многие, наверное, даже в курсе. Сегодня я видел такую публикацию. Более 90 тысяч российских оккупантов убито на территории Украины. Представляете это количество? Вот. Там не только русские, там и представители других народов. Вот. И да, к сожалению, тоже чеченцы тоже там в этом списке, вот, которых кидают в эту войну. Против, конечно же, воли нашего народа. Мы против этой войны, против войны в Украине или в других странах. Вообще мы за мир во всем мире. Дамир Агли Улин. Валикум салам, брат. Анзор, можете сказать, есть ли новости про Тумсо? Ну вот, я только что в начале этого эфира сказал, что я сделал вырезки и опубликую последние свои новости, как бы, то есть это из прошлого эфира. А так пока никаких деталей и информации нету. То есть, алхамдулилла, что та информация, которую мы получили последний раз, не опровергается. То есть информация, которую мы получили последний раз, была таковой, что Тумсо жив. Алхамдулилла, что он жив, и алхамдулилла, что она пока не опровергается. Иншаллах, надеемся на самое лучшее, вот, и что с ним все хорошо, и, видимо, там что-то на самом деле произошло, пока не знаем что. Фатима Тимирханова. А я эту войну прошла, войну прошла в подвалах. Так, а я виню всех, кто убежал, в общем. Не знаю, почему не винить тех, кто эту войну навязал. Кто навязал, я скажу, это Россия. И весь мир сегодня об этом говорит. Весь мир говорит, что Россия – это страна террористов. Вот. И что Россия оккупировала Чеченскую республику Ичкерия, и что эта Россия, эта страна убивала чеченский народ и совершала геноцид чеченского народа. Вот что говорят в мире про Россию. Нужно говорить правду. Нужно уметь говорить правду и признавать факты, быть справедливым. И я скажу, кто еще виноват. Еще виноваты те, которые просили вот, русских политиков, там, генералов, чтобы ввели войска. Ради того, чтобы свергнуть законное правительство в лице Джохара Дудаева. Вот. Это список большой на самом деле. Залгаев, Авторханов, там, Лабазанов, и Хасбулатов, и кто там еще был, Гантемиров. Это до начала Первой русско-чеченской войны.
Когда начиналась Вторая русско-чеченская война, мы помним этого предателя и врага чеченского народа Кадырова, который тоже сделал все возможное для России, для российских спецслужб, чтобы разделить народ изнутри. То есть там суфисты, там ваххабисты, вот, по разным течениям. То есть провоцировал изнутри. И когда Россия навязала нам войну, сразу переметнулся на ту сторону. Хотя он на этой стороне находился еще с тех пор, когда он учился в Бухаре, будучи уже в КГБ. Вот кто виноват. Вот кто виноват. Так. Рендер видео прошел. Чуть позже выставлю на канал. ЮКН в точку про виноватых. Да, виноватых много, и просто нужно быть справедливым перед Аллахом, перед народом, перед историей. Вот. И я уже назвал некоторые фамилии, но, конечно, там их много, этих виновников, на самом деле. Конор, Анзор, приветствую. Так, приветствуете ли вы, чтобы другие народы России освободились от России? Хочу, мечтаю и приветствую. Да, действительно, если народы, о которых ты сейчас говоришь, брат, освободятся от этой России, то это будет лучше для этих народов. Никто их не будет посылать в какие-либо войны, ну, скажем, в Сирию, да, вот там тоже Россия участвует в этой войне. Непонятно почему, скорее всего, там в основном причина такая, что Россия поддержит Асада. И в этой войне против Сирии, как всегда, Россия убивает мирных жителей. Россия – это убийца. Вот. Россия убивала литовцев, убивает сегодня украинцев, убивала грузин, азербайджанцев, чеченцев, ингушей, многие народы. Абдулла Муахид, Анзор, я требую прокурора, как в том фильме. Да здравствует самый гуманный суд в мире. Помнишь фильм? Да. Вот такое просто отношение к этому. Ну, я примерно понял, о чем ты. Про виртуальную прокуратуру с виртуальным прокурором. Я обязательно сделаю вырезку, тоже вырежу. Я просто не хочу повторяться на эту тему. Я уже сказал достаточно, это просто смешно. Дамир Аглиулин, как думаете, Анзор, почему мировое сообщество не обратило внимания на геноцид чеченского народа? Почему в той войне не было такой поддержки, как сейчас в Украине? Как сейчас в Украине? Начну со второго вопроса. В общем, потому что сегодня мир понял все-таки, что Россия угрожает Европе. Вот, и поэтому сегодня и Европа, и другие страны помогают Украине, чтобы Россия не пошла после Украины, проглотив Украину, не пошла на другие страны, как Балтийские страны, на Польшу, то есть в саму Европу. Вот, то есть увидели эту угрозу и стали помогать Украине. Это хорошо. Да, что они хотя бы сейчас это поняли.
А почему не обратила внимания на геноцид чеченского народа? Да, если бы это было бы ближе к Европе, вот тогда обратили бы внимание. Я уверен в этом. И, как я сейчас вот говорил, эти страны, большие страны, Америка или европейские страны, заигрывали с этой Россией. И что для них там, чеченцы, там, малочисленный народ, миллионный, им было важнее ресурсы России. Вот что им было важно. Сейчас, секунду. Так, тут уже работает. Карфаген. Анзор, мой двоюродный брат, служил в Венгрии. Аслан Масхадов был их начальником штаба. К сожалению, он тоже был убит в 1995 году в России. Я уверен, что я его знал, потому что я видел всех чеченцев, ингушей, которые служили вместе с отцом, когда он проходил службу в Венгрии. Мне тогда было лет 8, 9, ну и выше, там 10. Вот. И помню всех наших братьев, чеченцев и ингушей. Я часто бывал у них в казармах, они меня тогда на руках носили. Вот. Они часто бывали у нас дома. Отец приглашал их обычно на выходные, приглашал к нам. Мать готовила им разные национальные блюда наши. Вот. Алады халволи. Так, валейкум ассалам. Как ты думаешь, для чего Россия оставила большое количество оружия в Чечне за 3 года до начала войны? Получается так, что они заранее планировали первую войну. Вот для этого и оставили. Чтобы мы перестреляли друг друга. Вот почему они сделали ставку на оппозицию. Чтобы это оружие гуляло в народе. Оно так и произошло. У нас было без проблем там достать автомат или там пистолет. В общем, действительно так и было. Но эта задумка спецслужб России, военных России не прошла. Мы не стали так стрелять в друг друга, как они этого хотели. Руслан Зангиев, Анзор, тебе нужно продолжить дело своего отца, президента ЧРИ Аслана Масхадова. Ну, я скажу, это не дело моего отца, это не дело Джохара Дудаева или других наших лидеров. Это дело нашего народа. Это
та цель, которую перед собой поставил наш народ. То есть достичь этой независимости и свободы для нас, чеченцев. И чтобы у нас появились такие четкие гарантии безопасности, что никто в будущем не нападет на нас, назвав нас там террористами, бандитами и так далее. Вот чего мы добиваемся сегодня. А не так, чтобы быть в рабстве. Мы хотим свободы, да, и не хотим, чтобы кто-либо заигрывал нашим народом, чтобы выходить из одного рабства, потом переходить в другое рабство. Мы против этого. Не для этого умирали наши герои, наши братья и сестры. Ладыка больше масу. Дмитрий Дамир Глиулин, что скажете про личность Руслана Гилаева? Видели его вживую? Да, конечно. Я его первый раз видел в 93 году. Затем, когда я был рядом с отцом, уже с 93 года, мы часто бывали у него в полку. Этот полк базировался по Старопромысловскому шоссе на территории Досааф, вот, в Грозном. И часто бывали там в Гилаевском спецназе, как мы называли этот спецназ. Вот. И были во время Первой войны, посещал его базы, это в Шатойском районе, недалеко от Шатоя, вот у него были базы. Конечно, много раз видел. Очень уважал, это герой нашего народа. Пусть Аллах помилует его и всех наших братьев и сестер, героев чеченского народа. Аллах доехал больше. Насчет Альфред Нобель. Чеченцы не такой многочисленный народ. Вы сказали около 1 миллион на вашей земле. А сколько чеченского народа живет за пределами Ичкерии и так далее? Ну, я сегодня скажу, вот русская статистика, да, вот, и статистика, в общем, все это то же самое, которое сегодня озвучивает этот ушлепок из Хосиюрта. Вот. Они называют огромные цифры. Это неправда. Они слишком преувеличивают. Я не могу точно сказать, сколько людей, чеченцев, сегодня проживают в нашей республике, но сегодня мы можем говорить, что около 400 тысяч чеченцев проживает за пределами. Живут в Европе, в Турции, в других странах. И уехали от варварских действий России, от войны бежали. И действий вот этого предателя чеченского народа, вот этого ушлепка Кадырова. Оля Анзора, помнишь Ваху «Одинокий волк»? Вот тоже был отважный человек, да, действительно, так, подтверждаю. Его тоже знал Ваху.
он погиб, был убит. Аллах Руэли. Вот, и был действительно мужественным человеком. Те люди, которые принимали участие в той войне, Первой русско-чеченской войне, те его, можно сказать, почти все его знали. Вот. И часто даже сам выходил на атаки против русских оккупантов. Вот сам лично, вот поэтому так его и назвали «Одинокий волк». Малик Усманов, Анзор, у вас были отношения с отцом Дона? Хорошее название ему дали украинцы, Дон. Отношения были такие, что, скажем, в то время, после первой, даже еще со времен Первой русско-чеченской войны, с 95-го года, Кадыров Ахмед являлся муфтием Ичкерии с тех пор. И я его часто видел на самом деле, ну только после, скажем, в основном после войны, первой. Часто приходил в резиденцию президента, вот. Да, знал его. Эльзи Эльби. Анзор в Ютубе говорят, что чеченцы Европы разделились на два лагеря. Один лагерь там, другой лагерь здесь. Но если как-то разделились, то не по нашей вине. Вот. И тут уже хорошо действуют российские спецслужбы. Вот. И те, которые имеют какие-либо контакты с этими спецслужбами. То есть им это на руку. А мы всегда призываем к тому, чтобы мы были едиными. И еще раз подчеркну, как говорил в прошлом своем эфире, я не хочу никакого единства с лицемерами, с людьми, которые врут, которым нельзя доверять. И как я в том эфире говорил, нельзя выпить вместе чашку кофе или чая. Вот. А с остальными нашими братьями я готов стать рядом, быть вместе, работать. Вот такое мое мнение. Так, тяжело. Что тяжело? Аси Гасанова. Анзор, ведь Кадыров знает, кто причастен к убийству отца. И не только это. Как можно вот так предать своего отца и жить так, как будто ничего не было, и убивать мирный народ? Но тот, кто убивает свой народ, он способен на такое. И убить своего отца, и убить еще какого-то другого своего близкого родственника. Вот такие это могут сделать. Да, еще раз повторюсь, как говорил раньше, есть две версии. Одна версия, что русские сами убили его, вот, русские генералы.
потому что там у них была вражда. И вторая версия такова, что Кадыров причастен к этому. Да, есть такая версия. Почему именно в этот день он находился в Москве в каком-то дорогом ресторане, вот, когда убивали его отца, когда он в этот день должен был, в такой день, 9 мая, находиться рядом со своим отцом, тем более, когда он являлся начальником его службы безопасности. И, как я раньше говорил, еще раз повторюсь, скорее всего, наверное, праздновал свою победу. Вот такие немерзкие. Дамир Аглиулин, что скажете, Анзор, про батальоны чеченцев, воюющие на стороне Украины? Есть потери среди бойцов? Дай Аллах всем бойцам здоровья и всего наилучшего. Аминь. Аминь, Аллах. Про потери, там, ранения, потери, я об этом говорить, конечно, не буду. Да, было такое, но что именно, я сейчас озвучивать не буду. Вот. Но что я скажу? Это герои нашего народа, герои Ичкерии, и это герои сегодня Украины. И они борются сегодня с нашим общим врагом, с Россией. И вот эти батальоны, два вот основных батальона, это батальон имени первого президента Джохара Дудаева, второй батальон имени нашего героя шейха Мансура. Вот. И эти батальоны воюют еще с начала, самого начала этой войны, русско-украинской войны, с 2014 года. Вот. Это наши герои. Явилась истина. А может быть такое, что Катар выдал российских террористов только после 9 мая 2004 года, после этих событий, то есть устранения Кадырова-старшего. Нет, я в эту версию не верю. Я помню, кто ее озвучил, но потом я высказал свое мнение, опровергнул вот эту версию, которую ты сейчас написал, и исходил с некоторого анализа. Вот. В эту версию я не верю. Владимир, Анзор, что вы думаете о Унаунсо, которые воевали за Чеченскую республику Ичкерия? Встречались ли лично с бойцами? Унаунсо, то есть организация, то есть я просто для других это говорю, это украинцы, это герои украинского народа, Украины. Да, действительно, украинцы приезжали во время Первой русско-чеченской войны и помогали нашей борьбе, встали рядом с нами и воевали против русских оккупантов. Я помню ту дату, тот день, когда они пришли к нам, приехали к нам, чтобы принимать участие в нашем сопротивлении. Вот. Помню их. И мы, конечно же, чеченцы, обрадовались, что приехали к нам украинцы. Также радовались, когда там приезжали там с других республик, например, с Азербайджана там, и так далее. Вот. И сегодня чеченские бойцы, чеченцы, уже батальоны чеченские воюют против российских оккупантов на всех фронтах, находясь в Украине. Дамир, как относитесь к полку Азов? Считаете ли вы их 300 спартанцами 21 века? Ведь они столько дней держали оборону без еды и так далее. Да, это, ну, я подчеркну, вот, соглашусь с твоим мнением, ну и скажу, что это герои. И
все герои, все, которые воюют сегодня на фронтах и оказывают сопротивление оккупантам, русским оккупантам, это герои украинского народа. Алан назад, так, Ислам Нохчи, у нас из разных краев мира есть добровольцы. Все они герои, да, соглашусь. Сашко Белый был у нас, да, его наградили, да. Валикум салам ва-рахматуллахи ва баракатуху. Ислам Нохчи, я отвечу на твой вопрос. Я в начале эфира говорил, что про Тумсо Абдурахманова. Вот ты пишешь, новости о Тумсо есть, нет дополнительных каких-то деталей там, или новостей нету про Тумсо. Но мы надеемся на лучшее. Надеемся, что с нашим братом все хорошо, иншаллах. И расскажу еще одну деталь. Сегодня мне просто хотелось бы только про войну говорить, про Первую русско-чеченскую войну. Вот. Во время боев в Грозном, они начались в декабре 1994 года, российская авиация, артиллерия наносила мощные удары, массовые удары по многим населенным пунктам нашей республики. И что я хотел бы вот сказать, вот моя мысль, основная мысль, такова, что русские оккупанты убивали не только чеченцев, погибали ингуши, дагестанцы. У нас в республике жили украинцы, жили сами русские, армяне, азербайджанцы. То есть много национальностей было. И русским было безразлично, куда летит этот снаряд, куда падает эта бомба. Вот. Убивали всех. И только в Грозном были убиты более там, 10 тысяч русских. Вот. И они были убиты во время вот этих бомбежек и артобстрелов. Вот что делала русская оккупационная армия у нас в республике. И еще там момент по этим обстрелам. Вот когда вот шли вот эти обстрелы, мы помним это, мы это видели. Русские, или там украинцы, или азербайджанцы, армяне, ингуши, чеченцы, все вместе прятались в одном подвале от русских бомб и снарядов. Вот. И очень много случаев, когда чеченцы вывозили русские семьи в те села, где эти обстрелы не велись. Я помню, мы как-то несколько раз даже ездили в Грозный и вывезли семьи, русские семьи. Мы вывезли их, такой район был, остановка, район, 8 марта, это возле Минутки в Грозном. Оттуда вывозили, потому что этот район тоже, ну, как и другие районы, везде все обстреливалось. Мы как-то увидели, услышали, уже начался обстрел, грады и минометы стреляли по нашему району, где мы находились. И вот мы увидели в подъезде стоят, мы оставили машину на улице и зашли в подъезд, потому что был обстрел. Зашли в подъезд, а там русские семьи.
ну, русские, в общем, мирные жители. И они просят, увезите нас из города, увезите нас из города, плачут. Ну, в общем, мы с другом поняли, что дальше уже в город пробраться сложно будет, потому что велся массированный обстрел. Мы забрали 2 семьи тогда и отвезли в село Садик-Утар, это чуть на юге от Грозного. Альфред Нобель. Наша страна, Украина, признала Ичкерию оккупированной страной, что чеченский народ планирует делать после победы Украины над Российской террористической федерацией. Как народ планирует возвращаться домой? Ну да, в первую очередь, да, действительно так. Украина признала оккупацию нашей страны, Чеченской Республики Ичкерия, со стороны России, и признала геноцид чеченского народа со стороны России. А вот что дальше делать, что мы планируем? Мы, конечно же, планируем возвратиться на свои родные земли. И как это будет происходить? Да, у нас есть мысли, есть планы. Конечно же, все это пройдет через деоккупацию. Как будет проходить деоккупация, будет видно. Но мы обязательно возвратим наши земли, и справедливость по-любому восторжествует, иншаллах. Ва алейкум ассалам ва баракату. YouTube men anzor motsuraya Timur Khlets huma duitie idin nugan vui walasun Timur Khlets huma хордац шумдац по поводу этого социальной информации я там слушаю. Кстати, да, Манфред, прочитаю твой комментарий. Орки захватили, то есть русские оккупанты захватили первую горбольницу и республиканскую 31 декабря и в 1994 году, так, и в августе 6 в 1996 году. Ну, даты здесь указаны неправильно. То есть ты имел в виду во время штурмов столицы Чеченской Республики Ичкерия со стороны России в декабре 94-го, январе 95-го, во время этих боев в Грозном, да, действительно, русские оккупанты захватывали наши больницы, горбольницы, городские больницы. И был такой случай во время августовских боев за город Грозный, когда мы освобождали город от оккупантов. Вот, русские захватили городскую больницу, вот, 9-ю горбольницу, и грозились убить медперсонал и больных. Наши подразделения, соответственно, да, окружили эту больницу и никакого выстрела не производили в их сторону. Вот. Мы не русские оккупанты. Мы не хотели жертв среди мирного населения. Затем, что требовали российские оккупанты? Они требовали, чтобы им
позволили выйти из окружения и добраться до Ханкалы. Там была российская военная база на окраине города Грозный. И наше командование, я помню, как Аслан Масхадов по рации уже договаривался с российским командованием, потому что у нас была связь, мы могли свободно на радиочастотах выходить с ними на связь. Вот. И мы договорились, что ни один чеченский боец, воин, не будет стрелять по этим русским оккупантам и позволят выйти из окружения, добраться до Ханкалы, до российской базы. В случае, если только они отпустят заложников. Что русские сделали? Они поставили, расположили всех этих заложников на БТРы, на бронетехнику. И вот так, прикрываясь ими, они выехали в Ханкалу. И ни один чеченец не стрелял по этой колонне, не убивал ни русских, и никто не был убит из мирных жителей, из числа заложников. Вот. Месть Саади Котор у меня много связано, у меня тоже много что связано с Саади Котор. Вот. Много наших бойцов знал. Гилаев Руслан был оттуда, Саади Котор. Это село у нас там такое. Так. Несущий мир. Анзор, чего можешь сказать про смерть племянника Ушлепка? Туда им дорога, предателям чеченского народа. Явилась истина. Анзор, у Ичкери были за границей посольства где-либо? Да, были в разных странах. И в самой России у нас было представительство. Представителем тогда был Майрбек Кочагаев. Вот. Затем в мусульманских странах, там в Турции, в Азербайджане, в Эстонии и в других странах были. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Насчет Манфред, насчет 9-й горбольницы, да, жертвы были там. Ты прав, но я имел в виду, когда вот эта колонна двинулась с 9-й горбольницы в сторону Ханкалы, по этой колонне не стреляли. Дамир Аглиулин, общаетесь ли вы с чеченцами, живущими в Грузии? Как там большинство относится к Дону, то есть к Ушлепку Кадырову? Я общаюсь со всеми. Мы везде, в европейских странах, в балтийских странах, в Украине, Турции,
затем где мы еще. Есть в Сирии, Иордании, в Грузии у нас много чеченцев. В Америке есть, в Канаде. Я, можно сказать, со всеми, не со всеми, но с теми, которые живут в этих странах, вот общаюсь. Так, Фюрер. Валейкум ассалам, рамтуллах баракату. Как думаешь, сколько стран нас должны признать, чтобы установить дипломатические отношения? Здесь вопрос стоит не в том, что нас признают какие-либо страны. Ну, значит, нужно сначала освободить свою землю, чтобы у нас была законная, легитимная власть. Вот, та власть, которую изберет наш народ, когда будут проведены свободные выборы, когда люди смогут пойти и проголосовать за нашего президента или лидера, амира, вот тогда уже должен идти этот весь процесс. Дипломатические отношения с другими странами. Ну, конечно, мы сегодня тоже можем сказать, что мы встречаемся с политиками, мы встречаемся с МИДами разных стран. То есть все это для того, чтобы наладить контакты со всеми странами, без разницы, какие там европейские страны, мусульманские страны, азиатские страны и так далее. Вот и показать, кто мы, чего мы хотим. Вот что мы сегодня делаем на самом деле. То есть вся эта информационная работа и политическая работа направлена именно для того, чтобы устанавливать вот эти дипломатические отношения потом. Ну, насчет Ширвани у меня спрашивают. Нет, даже если бы знал бы, я сейчас не отвечал бы на этот вопрос. Вот. Да. Нет, так. Миллион первый, ничего странного. Так. Сейчас я прочитаю ваши вопросы. Курок 03. Дахи. Анзор, вы Барт. Так, куда он есть? Вы вежаш кестхол гулам хирбуй буа. Хирбу, иншаллах. А как чеченцы относятся, что город называется Грозный? И как он должен называться? Ну да, мы сейчас как-то по ошибке или по привычке, вот люди говорят, называют нашу столицу Чеченской Республики Ичкерия, город Грозный. На самом деле он был переименован
на город Джохар. То есть фактически наш город называется как город Джохар, а не Грозный. Откуда пошло это название Грозный и кто дал это название? Это название дала Россия. Вот. Русские там генералы, которые когда-то пришли убивать нас. Вот откуда это шло. В то время это была крепость Грозная. А потом уже советская власть, потом построили вот город. И уже была не крепость Грозная, а город Грозный. Вот. Мы хотим освободиться от всего, что нас связывает с Россией, там, Советским Союзом. В общем, освободимся, иншаллах. Кошка на улице хочет. Подожди, кошка. Да, еще со времен Ермолова, еще с тех пор. Да, так. Сайман Хаяури, так. Анзор, если бы у нас наступила независимость, на кого вы проголосовали, нынешние претенденты, кто это по вашему взгляду? Брат, знаешь, я просто скажу тебе свое мнение. Нынешних нет, наверное. Вот. Как-то так. Вот. А почему нет, я просто не хочу сейчас об этом говорить. Я уже и в прошлом эфире говорил, и не хочу просто повторять это все. Грув Стрит, нет, я про Мессиро нет, не слышал я. Первый раз слышу. Кошку пустить надо. Кошку пустить надо, это наше животное. Ей единственный вход даже в мечеть разрешен. Надо. Сейчас, секунду. А ты прав. Ничего. Одно. Одумается. Так. Вернулся Ахмед Ибрагимов. Я выпустил кошку, Роман. Анзор, покажи кота, то есть, это кошка просилась на улицу. Манфред, Анзор, Фархад во время стрима свою собаку выводит на прогулку. Иди выпусти кошку на улицу, мы подождем. Но я не могу вместе с камерой, я же не с телефона. Дамир Аглиулин, как думаете, Анзора, нужно ли отдельный стрим по русско-грузинскую войну? Эти стримы нужно проводить, нужно говорить про эти войны. То есть это наша история. Это история, это не только грузинская история, это история Кавказа. Вот. Трагические страницы нашей истории. И поэтому я за то, чтобы об этом говорили и часто говорили. Потому что, как мы видим, это очень важно. Вот. И наши потомки должны знать, что происходило там 20 лет тому назад, 30.
30 лет назад или там 100 лет тому назад. Фюрер, так как записаться в батальоны? Я сейчас скажу, это сложный вопрос. Сложный вопрос. Как я знаю, там достаточно людей, как мне передали, и то, что я видел, когда был в Украине. From Ичкерия. Дела, ну, насчет племянника Ушлепка Хоси Юртовского. Что там по поводу него, да, говорят, убили. Я не занимаюсь статистикой по устранению, утилизации кадыровских там, ушлепков. Но каждый получит за свое. Каждый получит. Иншаллах. Так, Манфред, так, Анзор, у тебя будет стрим с Фархадом вместе? Обязательно. Я даже хочу, как появится вот такая возможность, в последнее время действительно времени не хватает, но как-то встретиться вот, и сделаем эфир, иншаллах. Алан Азат, да, не нужно тут разжигать межнациональную рознь в комментариях, не нужно никого оскорблять, вот, и затрагивать какие-либо провокационные темы. Так, Ичкерия, так, насчет племянника, ну, я тебе говорю, да, даже имя не помню его. Какая разница, как бы так. Это про племянника Ушлепка. Так, Элимхан Лайф, Тумсуалят, Сума Дуянзор, Дела, Тумсуалят, Муалдис, Лерлоса, ишт информация, хула вишта, хула тахмасана, убеждать его, ишт хеллей бошты. Цундера, нентяривай хелло информация, с халх эфирияш, эйлер, соудах кана, сун ал целя, сенерча, действительно, саблах, дабюч, тердухцига. Цацумха, сун, чувствуешь, дицелерсон, ишт хунду. Ну да, мула, иншаллах, шадик дикхырду.
Так, Микки, смотрю вас из Питера, сам русский. Приятно смотреть на подобных вам чеченцев, умных, с хорошо поставленной речью и без бандитского бэкграунда. В отличие от, сами знаете кого, здоровья вам. Насчет Питера, ну, в то время он еще назывался Ленинград. Мы там жили, примерно там, сколько лет мы жили там, где-то года 2. В то время мой отец начинал свою службу в советской армии, вот, в артиллерии. И он начал вот именно с Грузии, он окончил военную школу артиллерийскую. И затем уже учился в академии в Ленинграде. Тоже окончил с отличием. Вот. И в то время мы жили да, в Питере, ну, в Ленинграде. Вот. Мне было тогда сколько лет? 5-6 лет. Маленький был. Да, маленький был. И, ну да, интересные моменты были. Я помню, с нами по соседству были украинцы, жили, другие там, в общем, дружили. Это были сослуживцы отца моего. То есть такие нормальные, хорошие воспоминания. Я к чему вот почему сказал про сослуживца, вот именно украинская семья, украинца. Вот представляете, с тех пор, вот это был какой год? Ну, получается, 79-й, что ли, вот так. 79-й, 80-й, да. Вот в то время мы жили. И фамилию, имя называть не буду, друг моего отца, украинец. Вот, они начали вместе там, с академией, военной академией в Ленинграде, и затем уже служили, где они служили? В Венгрии вместе, и затем служили в Литве. Вот, это последняя страна, где служил мой отец. И он оставил в то время советскую армию, потому что эта армия уже начала убивать и литовцев, азербайджанцев, ингушей, грузин. Вот. И что я хотел сказать по поводу украинцев, этой семьи, сослуживца моего отца. Вот когда вот, началась вот эта война, вот, крупномасштабная война в этом году в Украине, я когда первый раз поехал в Украину, то посетил эту семью. Вот, помню, как они обрадовались, как мы сидели, вспоминали эти годы. Ну, я в то время маленький был, как я сказал. Хотя очень хорошо помню, память у меня, оказывается, очень хорошая. Вот, мне было 5-6 лет. Потом я, да, взрослел, они были вместе с нами, и мы были до тех пор, как мне исполнилось 16 лет, да. Когда мне исполнилось 16 лет, мы уже приехали домой, в нашу республику, из-за всех этих событий в Литве и на Северном Кавказе. Такие воспоминания. Ислам Бушоев, да, я знаю, что вы переживаете, вы хотите услышать. Ну что там с Тумсо, я только что сказал, ну, еще раз повторюсь, что пока конкретной, более подробной информации по нашему брату Тумсо нету. Альфред, так, про страны. Про страны сейчас retracted the message.
в общем, про правдивую информацию ты писалось, у меня исчезло это сообщение. Что я могу сказать? Когда я читаю разные книги, то замечаю, ну, тебя интересует вопрос по отношению России и Ичкерии, про русско-чеченские войны, про историю нашу. Вот. И когда вот читаю разные книги, там, исторические книги, то замечаю, что много что не совпадает. Не совпадает. Что-то там да изменено. И я особо другим источникам не доверяю. Вот там, если даже американец напишет про войну против Ичкерии, там, или кто-то другой напишет, турок, например, напишет, то я найду много моментов, с чем я могу не согласиться. Там, исторические факты и так далее. Ну, Грув-стрит. Анзор, можешь рассказать что-нибудь интересное про Шамиля Басаева? Возможно, что-то из твоей памяти. То, чего не найдешь о нем в интернете, ради Аллаха, брат. Человек, который мы всегда восхищались. Историй много, воспоминаний тоже очень много. Я Шамиля Басаева знал с 93-го года. Вот. Первое, что вспомнил, скажу. В общем, было это где-то 4 часа вот под утро в одном месте, в общем, возле одного села в Чеченской республике Ичкерия. И я был вместе с отцом, соответственно, вот, и на утро мы должны были двинуться колонной для проведения одной военной операции. То есть мы вот находились в поле и отдыхали до утра. Кто-то там нашел себе место поспать, там, кто в машине лег, кто в другом месте лег. Но было очень холодно, я помню эту ночь. Вот. И как-то услышал от наших ребят, в общем, с кем я был вместе, они говорят, тут брат Шамиля, брат Шамиля. Ну, мы подошли, я спрашиваю у одного, ты брат Басаева? Он говорит, да, я брат Басаева. Он говорит, я тоже хочу с вами пойти, но мне оружие, у меня нет оружия, говорит. И в тот день у нас был один человек, который поехал в свое родное село, вот, и он отсутствовал. Его оружие находилось у нас. Это был автомат и гранатомет РПГ, да, Муха. Вот, и мы что сделали? Ну, поверили в то время, мы молодые. Сколько нам лет-то? Мне 18, да, 18 лет мне было. Поверили, дали ему автомат и дали Муху. И сказали, вот ты будешь рядом с нами. Хорошо он так. И после этого Шамиль Басаев, ну, мы увидели, его машины приехали, выходит Шамиль Басаев там, метров там 300 от нас. И он пошел к каким-то людям, то есть к нашим военным, вот, с ними поговорил и подходит к нам. Шамиль Басаев подходит к нам и спрашивает у нас, где тут мой брат? Мы показываем пальцем, вот он. Он подходит к нему, взял его так за куртку и ударил по уху. И спрашивает, ты мой брат? Он говорит, нет. Еще раз ударил, ты мой брат? В общем, поругал его. Потом оказывается, это был не брат Шамиля Басаева. Забрали у него автомат, Муху. Да. Вот что я как бы вспомнил. Явилась истина. Анзор видел муллу из Дагестана, который радовался смерти Тумсо. Без разницы, откуда он,
там, было бы хорошо, если бы ты написал там, не писал бы там про Дагестан там, и так далее. Я к дагестанцам и к другим народам отношусь хорошо, но проблема в том, что среди наших народов есть такие люди. Да, я слышал. Да, по поводу него. Видел, слушал это видео. Это очень нехорошо, как человек может вот так высказываться против другого человека. Вот. И не только его. И не только его высказывания слышал в адрес Интунсо. Но рано радовались. Рано радовались. Иншаллах, он жив, иншаллах, с ним все будет хорошо. Я, наверное, скоро уже буду завершать эфир. Мелхиборс насчет клички Хоси Юртовского. Ну, мы так его называем, хотя в Хоси Юрте есть хорошие люди. На самом деле неприятно так это говорить. Но я скажу, наверное, по-другому. Вот. Этот личный носовой платок, кстати, одноразовый платок Путина, этот Кадыров, получил такую кличку Люля. И я помню, так Шамиль Басаев его так первый раз назвал так как бы на публику. Вот. На самом деле этот предатель имел такую кличку. Да. Ну, тут пишут, я полностью зачитывать не буду, разве чеченцы и русские похожи? Нет, конечно, нет ничего похожего, ни язык, ни культура, ни религия, ничего просто абсолютно, ни история. Лишь только вот эта кровавая история, что русские всегда совершали оккупацию, навязывали нам войны, вот, насильственно выселяли наш народ. Вот что у нас есть из истории. Алан, Азат, Анзор, вы общались с Шамилем Басаевым про войну Грузии, про войну Грузии против сепаратистов в Абхазии. Сожалел ли он, что воевал на стороне Абхазии? Я, конечно, не могу ответить на этот вопрос. Вот. Я, наверное, лишь вот так смогу ответить своим мнением, что все эти войны, конфликты не в пользу Кавказа и кавказских народов. И везде, где были вот эти конфликты, и Карабах, и вот Грузия, Абхазия, Ингушетия, Осетия, вот, там виновата Россия. И именно Россия развязывала вот эти конфликты, провоцировала нас, кавказские народы, чтобы мы воевали и вот имели такую вражду, и чтобы эта вражда оставалась навсегда.
Владимир, Анзор, как вы реагируете, что Кадыров назвал войну в Украине священной, или все же его нужно в психлечебницу? Не только в психлечебницу, там, знаешь, и даже психлечебница или больница, там ничего не поможет. Его надо куда-то в клетку запереть и рот зашить, чтобы такое не высказывал. Ну, как раньше говорил, сейчас его конкретно понесло, как его раньше, в прошлом году предупреждали. Вот. Сейчас он сел на сильнодействующие какие-то наркотические препараты. Вот. Он не может там сесть, не то что сесть, встать не может с дивана и связать там пару слов даже. Вот он. Да, в общем, я сейчас буду завершать. У меня тут кое-какая работа. Не хотела пропускать сегодняшнюю дату, важную дату в истории чеченского народа. Это, еще раз повторюсь, 11 декабрь 1994 год, когда Россия во главе с Борисом Ельциным навязала чеченскому народу войну. И именно 11 декабря Борис Ельцин подписал тогда указ о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. Так они это сказали. То есть был такой указ у них. Говорили о законности, правопорядке и общественной безопасности, пришли с войной, убили более 100 тысяч мирных жителей. Вот что можно ожидать от России. И, конечно же, еще раз говорю, хоть это больно, но все же это важно говорить про такие события, говорить, напоминать нашим потомкам, что происходило раньше, через что проходил чеченский народ, сколько крови пролито нашим народом и по чьей вине была она пролита. Вот. И какие методы применяла, совершала, какие преступления Россия по отношению к нашему народу. Вот. Это, об этом надо говорить, об этом надо писать. Это наша история. Allah deyqal wel şayga ve dabondol vejri yijri Allah gazı pobodursi. И давайте я скажу про события в Урус-Мартане. Это было вот вчера. В общем, в сети появились такие видеоматериалы, где приезжают кадыровцы, там, в общем, какая-то суматоха. Вот. И что там произошло? Ну, произошло там стычки, какого-то конфликта на блокпосту, и жители Урус-Мартана поддержали одну сторону, потом приехали недовольные кадыровцы, потом появилось выступление этого ушлепка, предателя чеченского народа Кадырова, вот, где он сказал, что он открыто в оскорбительной форме угрожал жителям города Урус-Мартан, что соберет всех, которые стали против его войска, личного войска, вот, соберет их всех и отправит в Украину. Вот каким образом сегодня отправляются чеченцы в Украину под такими давлениями, вот, притеснениями. Пока чувствует себя там
царем, но все это временно, обязательно ответит за все эти преступления перед нашим народом и перед народом Украины, иншаллах. Аллах, насчет наказания кадыровцам, конечно, будет. Каждый народ, каждая страна наказывала своих предателей. Наказывали и будем наказывать мы тоже. Обязательно, иншаллах. Хорошо, тогда я завершаю. Дай Аллах, чтобы у нашего брата Тумсо все было хорошо. Иншаллах. Иншаллах, шадык дикхарду. И берегите себя, берегите свое здоровье. Все, конечно же, будет хорошо, иншаллах. Справедливость в один день восторжествует, иншаллах. Аллах рейс хурмасан. Еще раз благодарю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.